Приветствую всех на канале Магия Песка. Меня зовут Ольга, и сегодня для вас, мои дорогие зрители, я сделаю отсыпочку на песке на такую тему. Вам сообщение. Если тема интересна узнать, от кого сообщение, о чем сообщение, пожалуйста, присоединяйтесь. Загадайте на себя и получите свое сообщение. Прежде чем я начну, всех вас, мои дорогие, любимые, самые лучшие в мире, хочу сердечно поблагодарить. Поблагодарить за то, что доверяете и выбираете быть со мной. За вашу невероятную и теплую поддержку. За ваши чудесные комментарии, за ваши лайки, за ваши донаты. Земной вам поклон. Итак, давайте приступим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Смотрите, какой тут ангел вышел. Ну, красота. Здесь сообщение вам от высших сил. Здесь не просто сообщение, здесь как предупреждение-обещание. Вы что-то просили у высших сил, молились, просили. Кто-то молитвой просил, кто-то просто мысленно обращался и загадывал. Да? Может быть, даже к высшим силам не обращались, а просто вот загадали на что-то. Высшие силы говорят, что все будет исполнено. Причем не просто исполнено, а исполнено в лучшем виде. Но и говорят о том, что вам немножечко придется подождать. Не могу сказать почему, но ваше желание, либо ваша просьба полностью исполнится со временем, либо в течение определенного времени. То, что вы просите, то принято. Принято, можно сказать, к исполнению. У кого-то раньше исполнится, у кого-то чуть позже. Но нету тут такого человека на отсыпке, кто бы попросил, и ему бы было отказано. Еще так показано, что исполнится гораздо ярче, лучше, веселее, эффектнее, от того, что вы себе там в голове представляли. Видите, вы представляли маленькую звездочку, такую крошечную, а вам прям целая комета летит. А у кометы ведь хвостик, понимаете, там не просто исполнится, там еще и дополнительное целое продолжение идет. Так что, мои хорошие, высшие вас услышали, и увидели, и то, что вы просите, будет вам дано. Дано со временем, точно исполнится. Даже не переживайте, все обязательно исполнится. Дальше, мои хорошие, здесь сообщение от мужчины. Мужчина, который далеко находится. Мужчина сообщает женщине, что вот он ее любит, что он забыть ее не может, что он принял какое-то решение добиваться, либо возвращаться, либо сделать все для того, чтобы женщина почувствовала себя на высоте любимой, желанной, чтобы женщина самой счастливой была. Потом такой говорит: я клянусь, я все понял, я клянусь, я знаю, что мне нужно тебя любить, мне нужно тебя счастливой сделать, без тебя мне очень плохо, как-то ему там холодно, либо даже страшно, может быть, без вас страшно, а вдруг вы другого мужчину найдете. А может быть, в жизни такие повороты, что ему действительно страшно. Мне вообще идет, что мужчина буквально как на веревочке висел, как на грани был между жизнью и смертью. Что-то такое он пережил, что позволило ему открыть глаза, причем широко, причем на вас. Возможно, это состояние, когда жизнь перед глазами пролетает, человек старается вспомнить самые яркие моменты жизни. Скорее всего, только вас он и смог вспомнить, только самые лучшие моменты, связанные в его жизни с вами. И он такой: я понял, я все понял, я тебя люблю, я к тебе вернусь, я тебя добьюсь, я сделаю тебя самой счастливой. Буквально себя в грудь так бьет и говорит: я это сделаю. Он вам готовит огромный букет. Букет — это и предложение, это и признание в любви, и это букет, в прямом смысле слова. Он для вас готовит. Видите, как? Если бы не счастье, то и счастье бы не настало. Мужчина что-то пережил и все понял. Понял, как жить, с кем жить,
что нужно делать в жизни, чего не нужно делать в жизни. Ну, такой поучительный прям момент. Главное, что глаза открылись. А вот здесь показаны люди, 2-3 человека, которые передают вам свою благодарность. Вы для этих людей что-то сделали. Может быть, какое-то дело доброе сделали. Может быть, вы им чем-то помогли, подсказали, что-то исправили для них. Кто эти люди вам, я не могу сказать, потому что это общая отсыпка. Но с правой стороны это хорошие люди. Да? Вы хороший человек, хорошим людям помогли. И эти люди преисполнены чувством благодарности к вам. Возможно, там в суете событий просто они не успели вас поблагодарить, либо не успели должным образом, да, сказать вам спасибо. Я вам так скажу, что эти люди, они прям там бурно обсуждают, либо бурно готовятся ко встрече с вами. Явно вам будут дарить какие-то подарки, пожимать руку, обнимать, целовать, там 1000 комплиментов услышите, 1000 добрых слов. И еще что-то вам дадут, какой-то подарочек вам сделают. Возможно, подарочек символический, возможно, очень сердечный, возможно, дорогостоящий. У каждого по-своему отыграется. 2-3 человека. Вы для них что-то сделали, а теперь они преисполнены благодарностью к вам. И следующая встреча, она точно состоится. А может быть, они к вам придут, да, начнут вас благодарить, начнут вас задаривать. Вот она будет очень запоминающейся, очень трогательной и преисполненной вот этим чувством благодарности к вам. Я так понимаю, что вы человек очень скромный, да, вы что-то доброе, хорошее сделали и быстренько ушли, да, чтобы вас там не начали благодарить. А эти люди, они ведь добра не забывают. Поверьте, вам это добро еще не раз вернется. Не только от этих людей, но и от самой Вселенной. Ведь каждый наш поступок, он записывается. Да? Записывается. Вселенная знает, кто что сделал, кто на что способен. И по заслугам людям воздается. Вот поверьте, вам и люди воздадут за вашу доброту, и Вселенная воздаст. Это точно будет. Так, вот здесь какую-то злую тетку показали. Злая тетка в вашу сторону как дубинкой машет. Угрожающий такой жест. От нее сообщение немножко такого негативного характера. Она такая: вот я тебе покажу, вот я тебе задам, вот получишь еще у меня. Что-то вы такое сделали, либо наоборот не сделали, что ее очень сильно разозлило. Хотя, может быть, она сама по себе такой человек, знаете, пальцем помахая, и она уже злая, как дракон, огнедышащий. Может быть, плохой стервозный характер. Вот как, знаете, обещает вам трёпку устроить. Но с другой стороны, я вижу, что эта тетка, она только мастерица говорить. Да? При этом она, если до дела доходит, то очень такой, знаете, боязливый, трусливый человек становится. Что она может? Из-под тишка она может. Да? Вот украдкой, знаете, укусила, отбежала. Вот в такой манере она, скорее всего, поступает. Ну, либо какой-то огромный ор устроит, да, скандал там, с обвинениями, да ты, да то, да 5-е, 10-е. Ну, в общем, она вам что-то обещает не очень приятное. Не знаю, сделали вы, не сделали, но явно вы ее разозлили, либо явно вы ее задели. Кстати, еще у кого-то может отыграться, что она на вас злится не просто так, а по чьей-то указке. Да? Есть кто-то, кто на вас указывает. Может быть, кто-то, кто про вас неправду говорит. Тем самым эту женщину возбуждает против вас. Да? И она такая: ох, попадись мне, да, попадись. Но это трусы, что женщина трус, что тот, кто подстрекает, трус. В открытую выступить не могут, страшно. А вот так вот из-под тишка, да так, чтобы там сплетничать, наговаривать, вот это вот грязь развозить, это да, это они могут, эти люди. Вы где-то пересекаетесь с ними. Может быть, на работе, может, по соседству, может, еще где-то, да. Как будто еще, не дай бог, родственники такие отыграются, нездоровые. Но вот как обещает вам. Но пока это всего лишь обещание. На что способна, я уже сказала. Только покричать способна, пообвинять, посплетничать. Каких-то более конкретных действий нет. Этот человек на это не пойдет. Слишком трусливый, да? Поджилки слабенькие, трясутся. Но, тем не менее, это вы должны знать. Сейчас негативит вашу сторону эта женщина. Негативит. Еще у нее как-то стрелка вниз пошла. Может быть, из-за вас у нее что-то не получилось. Либо где-то вы ее опередили, да, в таком плане. Но что есть, то есть. Я вам сказала, я вас предупредила.
Так, еще вам сообщение от какого-то официального лица, именно официальное, казенное лицо. Это может быть какой-то служащий, сотрудник какой-то организации, учреждения. Там что-то с ошибками, какие-то ошибки совершил, либо это человек ошибку, либо кто-то другой совершил ошибку, а может быть вы совершили ошибку, заполняя какие-то документы. Может быть, не все документы принесли, и это является ошибкой. Вот это официальное лицо будет с вами связываться. Ну, либо ждать, пока вы там очередной раз появитесь. Какая-то есть ошибка. Подумайте, куда вы обращались, в какие организации, учреждения, с какими сотрудниками общались. Может быть, вы ждете откуда-то результата. Вот про ошибку показано. И пока эту ошибку не исправите, дело, оно как замороженное идет, да? Нет движения вашему запросу, потому что есть ошибка, либо неполный комплект документов. Еще придется вам с этим разбираться. Может быть, да, вас ввели в заблуждение. Вам сказали, там, принести 3 справки, а надо 5 справок. А может быть, с ваших слов человек слушал, да прослушал, неправильно что-то записал. Теперь у них там в базе не сходится, и ваше дело как на паузу поставили. Но с вами либо свяжутся, да, либо будут ждать, пока вы придете. Ну, это какой-то бюрократический процесс, да, какая-то бюрократическая возня. Зачем и за что им деньги платят, это еще большой вопрос. Да? Что они там делают? Просто сидят, штаны просиживают. Вот, работники года, да, можно так назвать. А вы, кстати, вот если это ошибка этих людей, вы не спускайте на тормоза, дайте делу обороты. Но таких людей надо жаловаться, искать управу. Почему-то вы должны страдать. Да? Почему вы должны страдать, если вам неправильно сказали? Либо с ваших слов, например, неправильно записали. Вот. Это не ваша ошибка, это их ошибка. Пусть и исправляют, да? Пусть наверстывают. Почему вы должны ждать? Да, с такими нужно построже быть. Еще здесь показывают какую-то знакомую женщину. Вы с этой женщиной недавно что-то обсуждали. Может быть, вы делились, что хотите что-то купить, но не знаете, где найти, в каком магазине, либо на каком сайте. Может быть, у вас какие-то другие были вопросы. Но вы чем-то с ней поделились, и она, вы знаете, не забыла. Нет. Даже вплоть до того, что она могла кого-то расспрашивать, специально с кем-то связываться, чтобы для вас вот разыскать, либо узнать. И вот что-то она накопала. Я не могу сказать, что у нее полноценная информация, но что-то уже у нее есть. Какие-то ниточки, завязочки, что-то есть у нее в руках. Вы знаете, несмотря на то, что это был приватный разговор, и, возможно, вы не лучшие подруги, да, вы просто знакомые, но человек ответственный и к вам очень хорошо относится. И я вот вижу, что она по итогу все-таки вам поможет, будет копать и найдет то, что вам нужно. И с радостными новостями, да, вот сообщит, что я нашла, либо я знаю как, я тебе подскажу. В общем, женщина вас еще удивит, вот поверьте, удивит. Сейчас у нее какие-то промежуточные знания, либо промежуточный результат, но дальше будет больше. В сегодняшнем дне она говорит, у меня информация где-то на 40-45%, но когда будет на 100%, я обязательно с тобой свяжусь и уже все тебе передам. Такая бойкая женщина, разговорчивая очень, и у нее очень широкий круг знакомств, общения. Вот. Она найдет, вы поверьте, она все найдет. Так, вот здесь кто-то из родственников. Кто у вас скромный родственник, скажите мне, пожалуйста. Человек, у кого проблемы со здоровьем, но человек менее всего хочет быть навязчивым либо обузой. Этот человек нуждается в помощи. Тут помощь даже больше какая-то идет эмоциональная. Да, возможно, человек одинок, либо тяжело переносит одиночество. Может быть, и физическая помощь нужна, но больше вот душевная тоска показана. Человек, буквально, да, к вашему образу обращается, вот вспомни обо мне, вспомни, да, вот хотя бы звоночек, да, либо приедь ко мне. Подумайте, кого из родственников вы давно не навещали, с кем вы давно не созванивались, не списывались, да, возможно, это этот человек. Здесь именно внимание, нужно внимание, да, что вот все-таки я не одинок, все-таки я не одинока. И здоровье у человека тоже очень слабенькое, кстати, обратите внимание. Человек может осознанно скрывать проблемы со здоровьем, не жаловаться, да, чтобы не посчитали обузой, чтобы не посчитали, как
тяжелая ноша, да. Идет, что этот человек стесняется прям, да, своего здоровья, своей болезни, своего беспомощного состояния. Ну, надо помогать, надо участвовать. Понятно, что иногда такой ритм жизни, что, Господи, некогда голову поднять. Вот. А тут надо выделять время, чтобы позвонить, ну, либо съездить. Но это надо делать, это вам зачтется. Это хорошие дела, это правильная постановка жизни. Вы заботитесь о тех, кто уже, к сожалению, не в состоянии сам себе помочь, сам о себе позаботиться. Так, вот здесь чей-то муж очень сильно переживает и нервничает. То ли вы ему задание дали, а он забыл, да, то ли он вам сам что-то пообещал и забыл это сделать. И вот он прям такой мысленно вас умоляет, чтобы вы были в хорошем настроении, да, чтобы вы не вспомнили о его обещании, либо о своей просьбе. Он такой: милая, родная, ну забудь, что ты у меня просила, забудь, что я тебе обещал. Так ему не хочется с вами ссориться, так ему не хочется с вами выяснять отношения. Ну, забыл человек. Может быть, это и не первая ситуация, да, может, он у вас страдает забывчивостью. Ну, вот очень переживает, что будете ругаться, очень переживает, что у вас будет накал страстей в доме. А ему хочется тепла, ласки, заботы, мирно провести вечер, например, да, вот такие у него эмоции. И так ему страшно домой возвращаться. Скорее всего, сейчас в транспорте едет и думает: Господи, ну сейчас мне достанется. И он такой: ну, милая, ну забудь, ну, пожалуйста, не вспоминай, да, не вспоминай. Знаете, как это уговаривает вас на расстоянии, чтобы вы не вспомнили что-то. Девчонки, ну, можно и подыграть, да, можно и подыграть. Зачем вечер портить? Зачем портить то, что у вас тут более-менее спокойно протекает? Все могут забыть, все. Вы просто в следующий раз его, там, не знаю, с утреца, да, позвоните на работу, либо смс-ку отправьте, там, пока из дома выходит, 10 раз напомните. Ну, то есть запишите, за крестик на руке, вот я знаю, ставят. Попробуйте такую практику, может, меньше будет забывать. Он сам себе не рад, что он забыл. И так ему не хочется с вами ссориться. Уважьте человека. Ну, если это, конечно, не критично, да, может, он что-то прям совсем важное забыл. Но, тем не менее, вот на ваш суд, на ваше рассмотрение. Ему не хочется с вами ругаться и хочется провести тихо, мирно вечер. Так, еще здесь сообщение о каких-то возможностях. Только я не могу понять, кто вам его отправляет. Сообщение о возможностях. Это может быть поиск работы, это может быть покупка чего бы то ни было, это участие в каких-то программах, это может быть даже там на работе, повышение по должности. Кто отправляет, я не скажу, я не вижу. Но там как будто бы не одна возможность, как несколько. Причем очень много желающих. Вот там очень будет плотная конкуренция, очень много желающих. Видно, возможности очень крутые. Вот все хотят. Все хотят. И вот буквально могу вам сказать, что одна возможность мимо пройдет, потому что просто вот снесут, толпа побежит, и там будет Содом и Гоморра, да? Не подойдешь, не подступишься. А вот вторая возможность вполне себе реальная. Вполне себе вы можете ею воспользоваться. Может быть, даже какая-то это общая информация, да, вот вы услышите. Одно точно нет, потому что очень много желающих, а второе, да, вот там вы можете ухватить и все получить. С левой стороны информация от женщины. Женщина, которая, ну вот сейчас ей плохо, скорее всего, плачет эта женщина. И женщина думает о вас и думает о том, что вы были во всем правы. И думает, что вот она такая глупенькая, не поверила вам, да, либо по-своему поступила, а теперь как бы горько, слезы текут, больно. Вы эту женщину о чем-то предупреждали. Может быть, вы предупреждали подругу. Может быть, вы предупреждали дочку. Да? Вот кого-то вы предупредили, а человек сделал по-своему. А теперь последствия, причем болезненные последствия, сидит, плачет. И вам не может напрямую сказать, потому что стыдно будет это признавать, ведь вы предупреждали. И, скорее всего, человек вам сказал: да, спасибо, я тебя послушаю,
Я сделаю так, как ты говоришь, а все равно сделала по-своему. И теперь стыдно, и, как говорится, и в глаза не может вам взглянуть. И нуждается в вашем утешении. Ну, такая вот дилемма. Сидит и плачет. Кстати, эта женщина вам даже может присниться ночью, присниться в каком-то таком, ну, не очень хорошем свете, потому что ей плохо, вот так вот. И вплоть до того, что человек при встрече даже может скрывать от вас какое-то время свои вот эти болезненные ощущения, чтобы, ну, скорее всего, не осуждаете вы, нет. Скорее всего, вы так как-то махнете рукой и скажете, ну, я же говорила, да, ну, что есть, то есть. Ошибочка вышла. Даже не ошибочка, а вот это вот свои нравия, свои воли, когда люди не хотят слышать правду, а поступают вот как хочется, да, наступают на грабли, на вилы, и потом уже кто виноват? Ты сама виновата, да? Тебя предупредили, зачем ты? Зачем ты не поверила? Либо зачем тебе это все было? Ну, может быть, таким образом человек опыта набирается, да? Кому-то чужой опыт совершенно противопоказан, человек его просто не воспринимает. А вот когда своих шишек набьет, полную голову, да, вот тогда свое болит, чужое нет. Вот не прилипает, не болит, а свое болит. Может быть, таким путем человек действительно взрослеет, умнеет и на правильный путь становится. Так, еще одно сообщение вам, скорее всего, как от самой себя, от самого себя, если смотрит меня мужчина. Это сообщение касается каких-то внутренних зажимов. Как вы себе в чем-то говорите «нет», что-то себе не разрешаете, либо чего-то сторонитесь, может быть, побаиваетесь, может быть, как неуверенность в себе, либо как запрет себе к чему-то. Запрет любить, запрет что-то купить, запрет там еще что-то сделать. Да? Вот такой момент показан. Вы сами себе говорите, что это глупо, что не нужно это делать. Разреши, позволь, ты можешь, ты способна, у тебя получится. Да? Рискни, не бойся, мы прорвемся. Как будто бы даже, знаете, ваше подсознание с вами говорит и вам сообщение посылает. И еще, у кого недавно была ситуация дежавю, это ваше подсознание тогда, дежавю, как будто бы вы уже это все видели, как будто бы вы уже все это переживали, да? Вот ощущение, что видела, знаю, чем закончится. Да, ваше подсознание, ваша интуиция с вами связывается и говорит, что прорвемся, делай, разрешай, тебе это надо, все будет хорошо, не бойся. Да, вот какие-то такие слова идут. Что вы себе запретили, чего вы боитесь? Подумайте, вспоминайте, доверьте своей интуиции, доверьте своему подсознанию, делайте. Знаете, лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и потом всю жизнь думать, ох, а что бы было, если бы я сделала? Я вижу, что у вас все получится, и бояться вам совершенно не надо. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.